низком уровне остается личная дисциплина граждан. Исправнее всех за газ платят сунженцы, но в целом ситуация с задолженностью по Ингушетии тяжелая. Тему обсудили на совещании в Магасе. Ты можешь просто подойти, покушать себе сытари, поблагодарить и уехать. Добро пожаловать к ифтару. В столице Ингушетии перед зданием мэрии весь Рамадан гостей будут ждать в специальном шатре. В основном по электроэнергии поступает, там аварии, там нету света. Чтоб как по часам. Бесперебойную подачу газа, электро- и водоснабжения по региону будет контролировать специальный оперативный штаб. Общество я выбрал, потому что оно пригодится мне при поступлении в вуз. Уровень обществознания сегодня проверяли у выпускников ингушских школ. Как прошел итоговый тест, расскажет Хади Добриева. Вот этот дух ингушского народа, конечно же, и для Дмитрия Ивановича был близок. След не простыл. На путешествии известного химика Дмитрия Менделеева по горной Ингушетии говорит новый монумент у водопада Фуртоу. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Задолженность за потребление природного газа обсудили в Магасе на совещании под председательством главы Ингушетии и замгенерального директора «Газпром Межрегионгаз» по корпоративной защите Игоря Боткина. В Ингушетии исправно платит за газ лишь каждый третий потребитель. По мнению руководства, слабая платежная дисциплина обусловлена недоработкой глав муниципальных образований. Подробности у Муслима Ганиева. Задолженность республики перед «Газпромом» за потребленный газ растет с каждым годом. На территории Ингушетии не платит за голубое топливо каждый третий абонент. Сбор платежей за газ за первый квартал 2016 года на порядок выше, чем за такой же период прошлого, но долги все еще продолжают расти. Поставлено 319 миллионов кубов газа на сумму 1 миллиард 635 миллионов. Оплачено 385 миллионов. Уровень оплаты составил от поставленного газа 24%, что больше на 1,7 от уровня 2015 года. От реализованного газа 44,1%, что больше 1,8 от 2015 года. Уровень прироста дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности потребителей по Республике Ингушетия на 01.04.16 составляет 4 миллиарда 955 миллионов, в том числе просроченная задолженность 4 миллиарда 639 миллионов. Прирост задолженности с начала года составил 459 миллионов или 10%, что на 0,9 меньше, чем за аналогичный период 2015 года и на 4,1 меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Причин низкого показателя сбора платежей за газ несколько, но основной глава республики назвал низкую платежную дисциплину населения. И в этом, по мнению Евкурова, виноваты в том числе и главы муниципальных образований. Он подчеркнул, что они должны быть заинтересованы в выявлении различных противозаконных механизмов, к которым иногда прибегают потребители. На довольно низком уровне остается личная дисциплина граждан. Вот это главный бич и главы муниципальных образований и сельских поселений. Еще раз подчеркиваю, я всегда это говорил и буду говорить, что основную ношу, тяжесть это направление несете вы, как руководитель муниципальных образований. Здесь можно ссылаться на контролеров, на газовиков, энергетиков, водоканал. Они что-то не так делают, но это ваша задача и ваша работа. Есть ряд вещей, по которым люди научились вводить в заблуждение или обманывать. О сборе платежей за газ доложил и гендиректор «Газпром Межрегионгаза» Пятигорск Олег Калинкин. Он дал оценку платежной дисциплины районам республики. Так, лучше всех за газ платят жители Сунженского района. Но даже и там эта цифра не достигает и половины от положенной. Первое место занимает территориальный участок Сунженского района. Уровень оплаты поставленного газа 32%. Лучше, да? За первый квартал. За первый квартал Сунженский район. Уровень потерь 36,9%, рост дебиторской задолженности 7,9%. На втором месте Молгобекский район. Уровень оплаты от поставленного газа 18%. Уровень потерь газа 51,4%.
И последний по результатам Назрановский район, территориальный участок Назрановского района, уровень оплаты 16,2%, рост дебиторской задолженности 11,1%, потери газа 48,6%. Проблема сбора платежей за газ наблюдается не только в Ингушетии, но и в других субъектах России. Однако в СКФО платежная дисциплина ниже, чем в других округах. Отсюда лидирующая позиция по России, правда, не в лучшую сторону. Задолженность, которая существует Межрегионгаза перед «Газпромом», значит, где-то 50% это задолженность СКФО. Платежи, которые без учета СКФО по России составляют 98%, ну, это итоги 2015 года, с СКФО они составляют 84%. То есть плюс проблематика незаконных, скажем так, или нарушений в сфере газопотребления, которые мы выявляем в СКФО, это составляет 80% от всех правонарушений, которые нам выявляются в Российской Федерации. То есть проблемы газопотребления СКФО, они очень болезненные, очень большие, очень серьезные, поэтому и сегодня они выведены на уровень правительства, президента, есть ряд поручений, которые и полпредства, которые сегодня, в том числе, мы обсуждаем. Подводя итоги совещания, глава республики дал ряд поручений и установил сроки их исполнения. А Игорь Боткин поблагодарил Юнусбека Евкурова за открытое и детальное обсуждение проблемных вопросов. Ильяс Курскиев, Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев. Новости 24. В столице республики, прямо напротив здания городской администрации, установили шатры для разговения. Любой человек, державший пост в течение дня, может совершить там ифтар. Шатры простоят в сквере имени Крупного до самого окончания священного для мусульман месяца Рамадан. В них можно угоститься финиками и водой. На 3 раза в течение месяца на столах ко времени разговения появятся и национальные блюда. Эта акция уже стала ежегодной традицией. Любой, кто приезжает в республику, кто бывает в Магасе транзитом, кто хочет вечером подъехать и покушать, бывает реальный момент. Не определяет, ты приезжий или местный, по приглашению или вообще. Ты можешь просто подойти, покушать себе сыто и поблагодарить и уехать. Думаю, такие мероприятия, они наоборот сплачивают людей. Взаимопонимание, взаимоуважение между людьми в ходе вот таких мероприятий, они наоборот усиливаются. И даже в целях консолидации нашего общества нам очень важны такие мероприятия. 15 июня в Москве в рамках культурно-благотворительной акции «Шатер Рамадана» пройдет вечер ингушской культуры. Традиционно шатер посетит и делегация из Ингушетии во главе с Юнусбеком Евкуровым. На вечер также приглашены видные политики, деятели культуры и искусства, именитые врачи, известные ученые столицы, а также представители республик России и СНГ. Пришедших на мероприятие ждет насыщенная культурно-познавательная программа и праздничный ужин-ифтар. В этом году двери шатра для ифтара открыты с первого дня благословенного месяца и вплоть до окончания поста и наступления праздника Ид-аль-Фитр. Напомню, что за 10 лет шатер Рамадана стал символом национального многообразия мусульманского мира, богатства его культуры и своеобразным центром межнационального и межконфессионального диалога. По поручению главы Ингушетии в священный месяц Рамадан при правительстве республики заработал специальный оперативный штаб по обеспечению газа, электро- и водоснабжения. Главная задача штаба – прием и обработка обращений. Звонки от жителей принимаются в круглосуточном режиме и направляются в компетентные органы. Связаться с оперативным штабом можно круглосуточно по номерам горячей линии 8 87 34 55 14 23 и 8 928 747 75 44. Все службы, отвечающие за жилищно-коммунальное хозяйство в период месяца Рамадан, переведены на особый режим работы. Сегодня у нас первый день, скажем так, оперативного штаба возобновления, скажем так, как после прошлого года. Было поступление 3 звонка. В принципе, эти вопросы были решены в течение получаса, часа, скажем так. В первый день в оперативный штаб поступило лишь несколько звонков. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года было 70 звонков от жителей. Сейчас в основном обращения граждан связаны с тем, что во время сильных дождей некоторые районы республики остались без света. В основном по электроэнергии поступает, там аварии, там нету света. По воде устранили уже проблему, там только тоже из-за света, но они уже час назад подали воду, включили свет, подали воду.
Ну, пока система заполняется, ну, может полчаса, час уже появится вода. Ну, в основном проблемы по свету у нас на сегодняшний день. Звонков немного, но бывают звонки. Из-за частых дождей в регионе возникла угроза повышения уровня воды в реках до критической отметки. Но ситуацию под контролем держит МЧС республики. Заблаговременно были проведены работы по укреплению берегов и очистке рек от наносов. Ну а уровень воды оперативная группа МЧС проверяет каждые полчаса. Репортаж Марии Мистоевой. Нынешний июнь по погоде больше напоминает сентябрь. Небо затянуто тучами и ежедневно льют дожди, которые наполняют собой реки. Частые осадки вполне могут стать причиной повышения уровня воды в реках до критической отметки. Всем памятен 2002 год, когда вышедшая из берегов река уничтожила дома, огороды и подворья. Чтобы не допустить повторения того наводнения, в населенных пунктах, где есть паводкоопасная зона, были проведены работы по укреплению берегов и очистке рек от наносов. Нам надо защищаться еще раньше, чтобы быть готовым к весеннему половодью. В Карабулаке, например, еще в апреле была проведена масштабная работа по очистке русла Сунджи. На протяжении всего 5-километрового русла, которое проходит через город Карабулак, у нас нету подтоплений, то есть частные домовладения, предприятия, организации зоны подтопления не подпадают. Пока вода не вышла из русла, то есть она строго по руслу идет. И опять же это благодаря тому, что мы провели вовремя очистку русла реки от кряжи, наносов, заторов. Все эти работы проводились под чутким надзором и с участием Министерства чрезвычайных ситуаций республики. 30 апреля у нас полностью были завершены расчистка 26 мостов реки Сунджа и Аса. Вот. Но после апреля уже были дожди, были наносы, опять, незначительные. Опять же мы произвели проверку, посмотрели вдоль реки везде, полностью под мостами. И опять же производим расчистку. Но какие бы меры не были приняты, никогда не будет лишним мониторинг. Сотрудники оперативной группы МЧС каждые 30 минут проверяют русло реки в разных точках. Это позволяет следить за уровнем воды. Но и это не все. Для предупреждения наводнения в 3 самых паводкоопасных точках республики расположены вот такие вот аппараты. Это Ксион, говоря простым языком, комплексная система экстренного оповещения населения при подтоплении. От Ксиона вниз уходит специальный датчик, который реагирует на повышение уровня воды в реке и при достижении критической точки посылает специальный сигнал в администрацию поселения. Этот сигнал сразу же обрабатывается в оперативном штабе и начинается срочное оповещение населения. Но пока для тревоги нет причин. На данный момент вода поднялась на 185 сантиметров, значит, опасное явление – это 3 метра 40 сантиметров. Неблагоприятные – это 3 метра 300 сантиметров. Значит, еще запас есть у нас очень большой. В Троицком уровень воды в реке тоже далек от критической отметки, и это в большей степени благодаря очистке от наносов и мусора. Но как бы то ни было, если наводнение все же случится, главное не забывать об элементарных нормах безопасности. Конкретно при паводке, значит, взять с собой там ценные вещи, деньги, документы и закрыть двери, окна, вот, и подняться. Или по указанию администрации пункт временного размещения убыть, или же самостоятельно подняться на возвышенную куда-то там местность. И важно не поддаваться панике и не совершать необдуманных поступков. А жителям прибрежных зон МЧС республики все же рекомендует хранить ценные бумаги и деньги на верхних полках шкафа, пока не пройдет период дождей. О любой паводкоопасной обстановке или других чрезвычайных ситуациях МЧС оповещает в СМС-рассылке по радио и телевидению. Главное не относиться халатно к этой информации. Мария Мистоева, Гапурчик, Киев, Новости 24. Сегодня в сельском поселении Яндри прошло открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его удалось построить благодаря финансированию компании «Транснефть». Она выделила 80 миллионов рублей. Возведение этого объекта стало настоящим подарком для жителей региона. Репортаж Магомеда Асканова.
Перерезать ленточку на открытии самого большого в Назрановском районе и одного из двух самых больших в Ингушетии спортивного комплекса удостоились чести Александр Зленко и главный тренер сборной России по дзюдо Этио Гамбо. Сразу же после официальной части гости вместе с главой республики начали смотреть, какие удобства созданы для будущих спортсменов. Юнусбек Евкуров сам лично знакомит почетных гостей с ФОКом и даже в какой-то момент решается поиграть в настольный теннис с Александром Зленко. Впрочем, таких залов для спортивных развлечений в этом комплексе не один десяток. В следующем, например, занимаются бодибилдеры. В ФОКе есть еще и зал аэробики. А вот в универсальном игровом зале, оказывается, тренируются ребята из сборной команды России по дзюдо, приехавшие в республику совсем недавно. Капитан команды знакомит руководителя региона и гостей с гордостью дзюдо России. Раз не будем перечислять его заслуги, но он последний раз доказал, что он самый сильный в весовой категории 90 килограмм. И доказал это на мастерсе, недавно проходящем. Спортсмены показывают мастер-класс на совсем новом татами, отрабатывают приемы вместе с местными ребятами, которые и будут заниматься в новом ФОКе. Дзюдоисты сборной России признаются, что впечатлены таким огромным залом. Очень современный зал, большой, вместительный, и цвета такие особо подобранные, такие, чтобы... обычно бывает так, что такие цвета бывают, которые давят во время тренировок, человек устает. А тут все яркое, все красивое, все просторное. И, честно сказать, мне очень понравилось все, как здесь устроено. Юнусбек Евкуров дает спортсменам свои наставления и желает побед на выступлениях за нашу страну. Этот зал, кстати, рассчитан на тренировки спортсменов сразу по нескольким видам спорта одновременно. Рядом с дзюдоистами готовятся и боксеры. Глава Ингушетии вместе с Александром Зленко делают памятные фото. Юнусбек Евкуров в интервью отметил, место, где построен ФОК, это очередная земля, которая в свое время была упущена чиновниками. Огромные гектары незаконно оказались в руках одного из жителей. В итоге участок изъяли и вернулись в селу вместе с построенным на нем впечатляющим спортивным комплексом. Это вся территория, я уже ее распределил властям местным. Задача поставлена уже не в этом году, а еще 3 года назад. Почему? Потому что вот такие пятна свободные надо оставлять для населения, для того, чтобы здесь строили школы, садики, амбулатории там, или почтовое отделение. А не так, что это моя земля, я здесь что хочу, то и сделаю. При этом здесь еще должны быть такие инвестиционные проекты, как торговый центр, пускай будет, еще какие-то такие вещи. Этот первый шаг, который сделан, он считает, что получился очень удачный. И в дальнейшем, конечно, такую практику необходимо продолжать и развивать спорт в республике. Объект впечатлил не только спортсменов, но и всех остальных гостей республики, которые выразили восхищение тем, какое внимание власти Ингушетии уделяют развитию спорта. Для волейбола условия нормальные. Нормально, очень светлый, высокий, нормальная сетка натянутая и так далее. Это профилактика правонарушений, прежде всего. Борьба с бандитизмом, терроризмом, экстремизмом. Я считаю, республика на правильном пути. Молодежь занята полезным видом спорта. Это платформа для социального лифта. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс могут посещать за один раз больше 100 спортсменов. Для молодежи села Яндари он действительно долгожданный. Ребята, неравнодушные к спорту, успели привыкнуть к дальним поездкам на тренировки в соседние населенные пункты. Отныне им этого делать не придется. Все, что нужно теперь здесь, в Яндаре. Магомед Насканов, Майрбек Миржоев. Новости 24. В Ингушетию прибыла делегация инвесторов из Китая. Они намерены реализовать в нашей республике важные проекты в сфере экономики, строительства, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства. Представители здравоохранения региона заинтересовало предложение о строительстве инфузионных систем. Что это такое и как применимо в медицине, расскажет Ирина Цичуева. Сегодня в этом зале присутствуют потенциальные инвесторы из Поднебесной, которые планируют запустить производство в регионе медицинского оборудования и начать строительство многих других промышленных объектов. Так как мы только приехали в Ингушетию, в республику, и наше понимание сейчас еще не абсолютно сформулировано, и нам предстоит еще долгие и объемные работы произвести, но я уверен, будучи здесь,
я увидел очень красивую страну, очень доброжелательных людей. И я уверен, что наше сотрудничество обязательно будет. Конечно, у нас будет очень много вопросов, много проектов, которые помимо сегодня оговоренных, озвученных, будут еще рассматриваться. Один из важных инвестиционных проектов, предложенных китайскими партнерами, строительство завода инфузионных систем, очень заинтересовал представителей здравоохранения республики. Современные, удобные и надежные инфузионные системы для внутривенного вливания растворов, капельницы, пластиковые иглы, инфузионные трубки – самый необходимый материал в медицине. Если такой завод будет построен в нашей республике, конечно, это будет экономически привлекательно, это будет очень для нашей республики полезно. Вот сейчас начинаются переговоры. Я думаю, что китайские инвесторы будут предлагать свои варианты, будут давать свои предложения. И, конечно же, под председательством Махмуда Мальсагова, под председательством Агентства по инвестиционному развитию республики мы будем обсуждать эту тему. В республике созданы благоприятные условия для крупных иностранных инвесторов. К ним ко всем одинаковые требования: охрана окружающей среды и экологически чистая продукция. Кроме того, на производство должны быть задействованы местные жители. Делегация китайских инвесторов, которые приехали сюда благодаря личным усилиям и по приглашению госпожи Ван Ли, торгового представителя Республики Ингушетия в КНР. Должен отметить, что госпожа Ван Ли проводит очень большую работу по популяризации Ингушетии в Китае, по привлечению инвестиций китайских в Ингушетию. Пока уточняем параметры производства, потом и просьба китайских инвесторов заключается в том, что когда уже будут конкретизированы точки, уже параметры проектов, мы будем конкретно рассказывать. Ну а впереди у китайской делегации обсуждение строительства ряда других объектов. Делегация из Поднебесной пробудет в Ингушетии еще 2 дня. За это время будут рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов на территории Ингушетии. Это в частности строительство газотурбины электростанции и тепличное хозяйство для выращивания овощей. Лина Цичоева, Рахман Суров, Новости 24. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный экзамен после обязательных русского языка и математики. По данным прошлых лет, обществознание сдают практически половина выпускников. И это неудивительно, так как этот предмет необходим для поступления на все гуманитарные специальности. В Ингушетии к проведению этого теста подготовили 4 пункта сдачи. В некоторых из них сегодня побывала Хади Добреева. Обществознание, конечно, не самый легкий предмет, но и такого страха, как, например, математика, выпускников он не вселяет. Многие уверены, средний балл получить не проблема, тем более, что пробные ЕГЭ по этой дисциплине уже сдавали и не раз. Муслим Албагачиев в хороших для себя результатах этого экзамена не сомневается, потому что усердно готовился с самого начала учебного года. Общество я выбрал, потому что оно пригодится мне при поступлении в вуз. И в ходе учебного процесса целого года мы сдавали пробные экзамены тоже по обществознанию. Ну и в принципе результаты хорошие. В течение года мы в школе, у нас были дополнительные занятия каждый день. Мы заходили и учили. А вот Исмаил Дзортов со сдачей обществознания в качестве выборного экзамена определился раньше, чем с вузом, в который хочет поступить. Просто это его любимый предмет. Мне нравится этот предмет. Я люблю гуманитарии. Я поступаю в Ростовскую академию МВД, поэтому я целенаправленно иду к своей цели. Выбрал общество, потому что оно мне нужно для поступления в ОГАУ. Это Оренбургский государственный аграрный университет. Я хочу стать в будущем бизнесменом. Для этого мне нужно коммерческое образование, так сказать. Ну вот именно для этого я сегодня здесь. Верхней одежде и личным вещам на экзамене не место, как и головным уборам. Их оставляют за рамками металлоискателя и живого щита общественных наблюдателей. Пронести запрещенные предметы здесь просто нереально. Проверяют тщательно, от головы до пяток, причем в прямом смысле слова. К приему экзамена подготовлены 14 аудиторий, в каждой из которых установлены камеры видеонаблюдения. Подсказать что-либо выпускникам не могут ни организаторы, ни даже стены, точнее плакаты и стенды на них. Они все закрыты белыми листами. И не важно, что это кабинет физики или литературы. Таковы правила проведения ЕГЭ. Заявлено 210 человек. Пока явка идет хорошая. Что могу я посоветовать? Знания.
знания. Обществознание – это такой предмет, который включает в себя и несколько подбазовых предметов. И вот очень много заявлено именно на обществознание, потому что, можно сказать, обществознание считается более универсальным предметом. И при поступлении это дает им большой плюс. Если одни пытаются справиться с волнением еще у входа в школу, то другие – само спокойствие и даже дают советы остальным выпускникам, с каким настроем надо подходить к таким испытаниям. Вообще не нервничать, есть, не напрягаться. Очень, там есть девушки, которые плачут, есть из-за нервов. Это вообще, как вам сказать, мешает, наоборот, думать. Надо на полноте все сделать, спокойно думать, и ты сдашь экзамен. На то, чтобы справиться с волнением и вспомнить все, что проходили в школе, по обществу у выпускников 3 часа и 55 минут. А экзаменуемым с ограниченными возможностями здоровья время дается до 5 часов и 25 минут. Впрочем, на едином государственном, даже с неограниченным временем, без необходимого багажа знаний делать нечего. Хади Добрива, Магомед Дидигов, Новости 24. В Нестеровском уже с начала учебного года откроется новая школа. Здание рассчитано на 540 учеников. Объект начали возводить в 2014-м по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Ингушетии». Сейчас завершают работы по благоустройству территории, рассказывает Тамерлан Хамхоев. Расскажите. Джамалдин Индиев укладывает плитку медленно и сосредоточенно, чтобы все было максимально качественно, при этом практически без перерывов, чтобы успеть закончить работу до окончания срока сдачи новой школы. Комната, которую доверили мастеру, учительская. Вот я сегодня начал, вот и сегодня заканчиваю. Ну, на полах, на больших было и до 30, 33 ложили, 25. Ну, когда смотря как. А вот за то, чтобы стены в новой школе были идеально ровными, ответственна Малика Папаева. Ей помогают 2 дочери. Сложнее всего было штукатурить в холодное время года, признается она, когда приходилось добавлять в состав раствора специальную добавку против мороза, которая сохраняет прочность бетона. С 5 декабря моя бригада, 8 человек, здесь штукатурили. И сложно, мы штукатурили зимой, а сейчас уже эта школа идет сдача. Строительство этого учебного заведения началось в 2014 году, а сдать в эксплуатацию планируют уже в конце августа этого года. В школе 23 учебных класса, большой актовый и спортивный залы, просторные коридоры. В здании также предусмотрены лифты, правда, их пока не установили. Школа практически у нас заканчивается, мы уже сделали основные работы. Внутренние работы у нас практически на 80%. Мы уложили кафельную плитку. Заканчиваем шпаклевку, у нас уже началась покраска. Наружную работу у нас укладка плиток, благоустройство, озеленение. Также мы успеваем его сделать. На данный момент внутренние работы в помещениях почти полностью завершены. Прилегающую территорию активно благоустраивают. Двор постепенно начинает зеленеть. Также здесь установили генератор на случай прекращения подачи электричества. Школа строится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Ингушетии. Сейчас в республике на 65 тысяч детей приходится 120 школ, то есть около 40 тысяч ученических мест. И открытие новой школы в Нестеровском должно увеличить эту цифру еще на 540 учеников. Тамерлан Хамхоев, Суланбек Аздоев, Новости 24. Сегодня вступил в силу закон, вводящий в правила дорожного движения новый термин «опасное вождение». Документ призван снизить смертность на дорогах. При его подготовке ГИБДД Российской Федерации провела соцопрос, большинство участников которого, почти 70%, высказались за законодательное закрепление понятия «опасное вождение». Более 30 опрошенных посчитали, что закон крайне необходим, так как на дорогах слишком много агрессивных водителей. Еще 29% оказались готовы поддержать инициативу при условии, что опасное вождение будет фиксироваться как нарушение при наличии весомых доказательств вины водителя. Всего в опросе на официальном сайте ГИБДД приняли участие около 20 тысяч человек. Напомним, поправки в ПДД в части опасного вождения подготовлены Министерством внутренних дел России и утверждены председателем правительства Дмитрием Медведевым. У водопада Фурток установили мемориальную плиту в честь выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. По этому случаю в Ингушетию приехали его потомок и директор Государственного мемориального музея имени Блока и Менделеева. Дело в том, что именно по этим местам в составе геологической экспедиции химик путешествовал более века назад. Тогда он назвал Ингушетию «жемчужиной Российской империи». Об этом факте стало известно совершенно случайно. Подробности у Индиры Манкиевой. Есть целый мир в душе твоей, таинственных волшебных дум. Их заглушит наружный шум, дневные ослепят лучи.
внимай их пению и молчи. В этих стихах Федора Ивановича Тютчева, любимого поэта Менделеева, вся душа великого русского ученого. Николай Смирнов Менделеев – один из самых близких потомков всемирно известного химика, физика, геолога и педагога Дмитрия Ивановича Менделеева. Сам мужчина признается, что счастлив от того, что находится в том самом месте, где находился его предок десятилетия назад. У него много сестер, братьев было. Он был 17-й, последний ребенок в семье своих родителей. Действительно, и потом, когда уже стал великим ученым, он выручал в жизни, поддерживал и Екатерину Ивановну, свою старшую сестру, которая была на 17 лет старше, у которых были трудные жизненные ситуации, и Марию Ивановну. То есть вот этот дух ингушского народа, конечно же, и для Дмитрия Ивановича был близок. Факт о том, что Менделеев был в Ингушетии, подтверждает фотография, которая была случайно обнаружена школьницей из Малгобекского района. Это открытие удивило многих ученых-историков. А директор Государственного мемориального музея, который носит имя Александра Блока и Дмитрия Менделеева, Светлана Мисочник, не перестает повторять, что сегодня действительно великий день. Мы просто восхищены тем, что вы сделали. И это событие, конечно, войдет в летопись памяти Дмитрия Ивановича Менделеева не только на вашей священной земле в Ингушетии, но и в целом в России. Фотография была сделана у Фуртаукского водопада. Великий химик, по данным историков, побывал здесь в начале июля 1880 года во главе геологической экспедиции. Менделеев запечатлен в компании горцев, вскарабкавшихся на почти неприступные скалы. В своих записях химик назвал Ингушетию жемчужной Российской империи и поражался чистоте природы, ну и, конечно же, гостеприимству и мужеству горцев. Символично то, что собравшиеся у подножия водопада решили точь-в-точь воспроизвести ту самую фотографию, поставив посередине Менделеева, но теперь уже потомка ученого, а сами горцы заняли свои исходные позиции, скарабкавшись на боковые скалы. Выдающийся русский ученый приезжал сюда несколько раз, а в один из своих приездов именно в этом месте он сфотографировался с местными жителями, со своим другом Саадулой, со своим бывшим учеником, студентом. Вот. Его поразила красота наших гор, чистота вод, рек, воздуха. Он об этом заявил в свой приезд и, как говорят, отмечал это в своих дневниках. Также делегации показали имение Ильяновых, где гостил химик Менделеев. Гостям вышел потомок того самого Ильберда Руслан Ильянов. Он его принимал. Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон о химических элементах, побывал в более 100 городах тогдашней Российской империи, внес неоценимый вклад в развитие науки, химии и физики. Сотрудники Государственного мемориального музея имени Блока и Менделеева и историки республики заключили устный договор о том, что теперь, когда установлены мемориальные плиты и когда одну из джейрахских школ назовут именем легендарного ученого-химика, они будут встречаться почаще. Но теперь уже делегация будет состоять и из других ученых. Идира Манкива, Хаваш Гойгов. Новости 24. Сегодня День социального работника. Профессиональный праздник тех, кто помогает пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. Вся деятельность этих сотрудников направлена на то, чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали поддержку. Репортаж Румины Ахриевой. Вот так и начинается день у социального работника. И сегодня, несмотря на свой профессиональный праздник, Фатима Костоева в строю. Каждый ее визит для одиноких бабушек – маленький праздник. Они встречают ее с улыбкой на лице, как и Асет Аздоева. У бабушки проблемы со здоровьем, у нее нет сыновей, а дочери давно замужем. Поэтому навещать ее получается не так часто. Присматривает и заботится о ней, как о родной Фатима Костоева. Социальную работу Фатима ведет уже 16 лет. Говорит, что это не она выбрала профессию, а профессия выбрала ее. Несмотря на невысокую зарплату и 6 своих детей, младшему из которых всего 1,5 года, ей действительно нравится то, чем она занимается. Она считает своим призванием помогать людям.
Каждый раз, когда я их вижу, когда они смеются, улыбаются, мне это очень приятно бывает. Каждая из бабушек, а их на попечение 4, Фатима приходит 2 раза в неделю, а при необходимости и чаще. Они знают, если попросить, Фатима не откажет. Следить за своевременным исполнением медицинских указаний, при необходимости сходить в магазин или аптеку, помыть посуду, приготовить обед. Все это входит в список ее обязанностей. Вот она несет своей подопечной Эсет Аздоева продукты. Решила и немного у нее прибраться. إيش ياسر إسخنيت الله ياسر ديك حج ساعة هميت يزي دعوة يزي حيخ يزي ديك حاجة يسوق مسيل شخان تنا ألهم دات ديك تيالش دق ألت دات إسخنيت يسوق ياسر. Очень часто социальные работники выступают и как психологи. Ведь для людей, которые на склоне лет остались одни, очень важно общение. Возможность поделиться своими проблемами с тем, кого они интересуют так же, как и свои. Для Молотхан Мамиловой Фатима Кастоева стала именно таким человеком. У Молотхан есть 2 дочери, но они вышли замуж и обзавелись своими семьями. А Фатима компенсирует их отсутствие своей заботой. Помощи, уборки, там все. И можем посидеть, поговорить, поделиться, как говорится. Посоветоваться всяким вопросам. Это хорошо, Фатима может делать. Я, например, довольна ею во всех отношениях. День социального работника – профессиональный праздник тех, кто помогает пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. Вся деятельность соцработников направлена на то, чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали поддержку. А для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся в ней людям, сами социальные работники должны быть оптимистами и иметь огромное терпение. Ведь только тогда помощь и поддержка будут настоящими. Румина Ахриева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Лучшие участники форума «Таргим-2016» получили сертификаты, дающие возможность представить свои проекты на предстоящем форуме «Машук-2016». Напомним, накануне участники регионального этапа молодежного форума провели заключительную часть образовательного интенсива. С ними общались различные эксперты, а главное, гости приехали из Пятигорска, в том числе директор Северокавказского форума «Машук-2016», который подробно рассказал молодым людям о предстоящем слете. Все 3 дня участники форума не сидели без дела. Каждый из них смог узнать для себя много интересного и полезного. И сейчас, набравшись опыта, молодые люди смогут тщательнее подготовить свой проект к форуму «Машук-2016». По итогам регионального этапа такую возможность получили 80 из 150 участников форума «Таргим-2016». Таргим дал мне много возможностей, опять-таки научил нас писать проекты, это самое главное, анализировать эти проекты. Сначала подводили их к жестокой критике, но потом, опять-таки, нас настраивали для того, чтобы, когда мы пойдем на форум Машук, для того, чтобы нам там было легче, для того, чтобы мы могли доказать жюри, что у нас есть готовые проекты, чтобы мы смогли его защитить там. В этом году Республика Ингушетия является единственным субъектом СКФО, который провел региональный этап форума Машука. Ребята были отобраны очень жесточайшим образом, то есть самые лучшие, которые уже нам предоставляли заранее свои проекты. Были эксперты с Федерального агентства по делам молодежи, со всей России, 5 ведущих экспертов. Также на форум посетил директор Северокавказского форума Машук Головин Георгий. Работа шла активно, у них была очень насыщенная программа, то есть мы уделили максимум времени на образование, на развитие ребят и минимум на досуг. Такой была среда. Следите за новостями на канале Ингушетия. Спасибо за внимание. Берегите себя.